путешествие по Карачаево-Черкесии продолжается. Я уже познакомилась с абазинами, и сегодня меня ждет знакомство с еще одним коренным народом республики. Я еду в гости к нагайцам. Нагайцы – это последний кочевой народ Европы, потомки скифов и половцев. История этого загадочного народа уходит в седую древность, свидетелями которой, пожалуй, могут быть лишь эти горы и, конечно же, курганы, памятники былых веков, усыпальницы славных царей и ханов, отважных богатырей. Проезжая по Ногайскому району, можно увидеть множество этих земляных сооружений древности, ставших свидетелями развития ногайского народа, с историей которого меня познакомит мой гид Ренат. Вот сейчас мы находимся в административном центре Ногайского района, поселке Эркин-Шахар. Это вот образован он в 2007 году в Карачаево-Черкесской республике. Ну, столько вообще национальностей кавказских, оказывается. О существовании некоторых я вообще не знала. Хотя о ногайцах я тоже ничего не знаю. У вас здесь что есть интересного посмотреть? Ну, я подготовил тебе интересную программу. Мы сегодня познакомимся с ногайской музыкой, посмотрим ногайские танцы, попробуем ногайскую кухню. Ну, еще будет много интересного. Мне уже все нравится. Çöküm kovan ay kaskan yerde kart keşudun kırından kozum yerekti Nogay elde bu yerde acıgala bolgan Askar taudı sıyıntıp Akmeşi turgan kart keşun aytpa onu kerek du sen bilesin körgesin yas yürekti Домбра занимает особое место в культуре ногайцев. И, конечно же, я не могла не побывать в гостях у певца, композитора, заслуженного деятеля культуры Республики Казахстан, заслуженного артиста Карачаево-Черкесии Арсланбека Султанбекова. Здравствуйте. Здравствуй, спасибо. Вот так вы красиво играете. Такой инструмент необычный, ну, по крайней мере, для меня. Расскажите, пожалуйста, о нем вот поподробнее. Народ имеет свой инструмент, и на нем, когда передает свои чувства, передает свое волнение. Особенно важно еще у нас с домброй связано именно исторические моменты нашей жизни. То есть это эпосы, дестаны. Сегодня сам играю, я иногда попадаю в такую аудиторию, которые ни разу не слышали домбру. 4-5 лет назад, вот, когда я посещал вот, турецкую сторону ногайцев, крымских татар также, где они генетически связаны с этим звуком. Вот просто начинаешь играть, все, он уже попал. Если вот этот инструмент помогает моему народу восстанавливать через ДНК, через этот звук какую-то историческую свою память, я буду играть. Вот я вижу у вас здесь вот такую красивую плетку. И также я еще совсем недавно узнала, что подобные плетки называют нагайками. Причем очень у многих народов. Откуда такое название? Явно перекликающееся с вашим народом. Видите, как справедливо с одной стороны, а то, что, наверное, нагайцы пользовались этим, называйте его нагайками. У нас его называют камыша. Есть несколько таких разных моментов, что связано с камычой. Когда девушка, выходя замуж,
первый раз первенца, когда своего рожает, к 40 дням, если родился сын, что делает? Вот собираются родственники, плетут то, что здесь, и каждый говорит свое пожелание. Ставят родовую тамгу. Если на поле боя находят чью-то камышу, вот его нашли, могли весть передать домой, что ваш сын умер. То есть ее нельзя было терять. Это как паспорт его жизни. После такого душевного разговора мне стало интересно, за счет чего домбра издает такие волнительные звуки. А лучше всего об этом расскажет, конечно, тот, кто этот музыкальный инструмент создает. Знакомьтесь, Родион Унаджев. Родион, вот задам сейчас вопрос, который первый мне пришел на ум. Вот чем ваша домбра отличается от русской домбры? Ну, в первую очередь, наверное, буквой «Б», отсутствием буквы «Б». На домре 3 струны, а на домбре 2 струны. Из какого материала делается домбра? Ну, в основном делается из твердых пород. И, корпус, гриф, накладка, чтобы быстро не изнашивалась и чтобы более стойкая была. Но дека я, например, делаю исключительно из сосны. А домбра – это традиционный, народный, именно ногайский инструмент? На Северном Кавказе, наверное, больше да, только ногайский. А если выходить за пределы Северного Кавказа, то и у казахов есть, и у многих кочевых народов есть он. А сколько по времени делается один инструмент? При желании можно сделать дней за 5. Ну, насколько я знаю, у вас вообще другая профессия, это хобби, да? Ну, больше да. Почему такое хобби именно? Ну, потому что кто, кроме я. А вот так, да? Да. Невозможно узнать культуру народа, не попробовав его кухню. А у нагайцев она разнообразная. В этом мы сейчас и убедимся. Ну что, у нас все готово. Осталось только попробовать то, что мы здесь наготовили с Камилой. Начну я, пожалуй, с лепешек. Вкусно. Но после этого десерта у нас есть еще один десерт. И это сёк. А сёк похож на пшённую кашу, холодную, сладкую. А как сказать «приятного аппетита» на нагайском? Астатле болсын. Астатле болсын, друзья. После такого плотного обеда просто необходимо физически размяться. А что может быть лучше танцев? Тем более, что с национальными танцами на Кавказе я еще не знакома. Иналь, как переводится название вашего ансамбля? Название ансамбля переводится как «Счастье» на многих языках Кавказа. Тюркских и кавказских языках. А детки каких национальностей танцуют у вас? У нас полный интернационал. Тут не меньше 15 национальностей. Давайте поаплодируем друг другу, друзья.
Спасибо большое. Ну что я хочу сказать, на самом деле это не так просто, как кажется. Я бы даже сказала, что это очень сложно. Любое искусство – это огромный труд. И я хочу пожелать ребятам, всему ансамблю процветания и огромных успехов. Я в гостях у художника-скульптора Кашали Зарманбетова. Ох, и нелегко работать за гончарным кругом. Но благодаря Кашали еще одна моя мечта осуществилась. Вот мне удалось себя хоть ненадолго почувствовать скульптором, конечно, еще учиться и учиться, но вот я вижу, что эта композиция у вас, она не из глины, да, сделана? Пластилин. Пластилина. А из чего сложнее лепить? Ну, это у нас называется побочные материалы, прежде чем перевести твердые. Поэтому глина, пластилин одинаковые. На одну вот такую работу сколько времени уходит? Ну, по времени это зависит у нас всегда бывает от настроения и от того, что я должен изначально сделать, как я должен ее закончить. Но это не всегда бывает как бы 100%. Поэтому моя работа всегда где-то месяц, больше, полугода, год-два всегда занимает. Я вижу, это национальный герой какой-то. У вас очень много работ, связанных с историей вашего народа. Вы этим вдохновляетесь? Да, конечно. У нас есть великая история кочевников, от которой я черпал идеи в работах. Допустим, есть такие так называемые кипчакские балбалы. Это так называемые каменные скульптуры. Из него я почерпал очень много. Поэтому вот, когда смотрят мою выставку, то, что вы сегодня посмотрели, да, там обратили внимание, называется выставка «Золотой кочевник». Это тоже моя история, мой ответ на историю. Поэтому мне вот всегда приятно вот делать на свою тему, на свою историю, на свой фольклор, искусство моего народа, потому что, как у нас обычно говорят, мастера творят, работают, а мы, художники, все это аранжируем и переводим в ту область, которая называется искусством. Удивительные люди встречаются мне сегодня. Творческие, неординарные, талантливые. Мою новую знакомую зовут Айна Черкесова. И только послушайте, как проникновенно эта молодая девушка поет нагайские колыбельные. Своеобразным каналом общения матери и ребенка, помогают в воспитании и духовном развитии малыша. Вот еще одна историческая достопримечательность. Руины крепости 15 века Ажи-Кала, или Святая крепость, горделиво возвышавшейся несколько столетий над отвесным утесом скалы у слияния рек Малый Зеленчук и Кубань. Как гласит легенда, в крепости находилась белокаменная мечеть, с минаретов которой разносился призыв на молитву по всей живописной долине Ажи-Тогай. Память об этой великолепной мечети сохранилась у проживающих в непосредственной близости казаков, которые свою станицу так и назвали – Беломечетская.
я познакомилась с еще одним народом Карачаево-Черкесии, с нагайцами. Народом, который даже в современном мире не утратил свой исторический облик и сумел сохранить все свои древние красивые обычаи. Ну а я еду дальше. И как говорят нагайцы, «Як шелекпан калынес».